Существуют разные формы насилия, и важно сказать, что пренебрежение нуждами детей с ограниченными возможностями здоровья – это тоже один из видов насилия, и следует об этом знать, и следует об этом не забывать. Дети с ограниченными возможностями здоровья обладают всеми теми же правами, как и все остальные дети, но часто, как и во всем мире, в нашей республике мы наблюдаем случаи, когда повсеместно их права нарушаются. В силу рода своей деятельности я и мои коллеги сталкиваемся с тем, что с самого рождения начинаются эти нарушения. И начинаются с того, что вовремя не провели диагностику, вовремя не поставили на учет. Есть случаи, когда дети с ограниченными возможностями здоровья выпадают из национальной статистики. Это связано с тем, что их родители вовремя не обратились, не поставили на учет по незнанию, никто не подсказал, или жизненные обстоятельства так сложились, что не произошло этого, и они, грубо говоря, становятся невидимками для тех людей, органов, организаций, которые могут оказать им помощь в той или иной степени в плане улучшения их здоровья, в плане выдачи лекарственных средств, в плане выплаты пособий по инвалидности. Поэтому нарушения они повсеместные. Если говорить о праве на образование детей с ограниченными возможностями здоровья, многие из них выпадают из системы образования. Это связано с различными факторами. Во-первых, отсутствие закона об образовании Республики Абхазия. Детям с ограниченными возможностями здоровья часто отказывают в обучении. То есть большая часть детей не выпадают из системы образования вообще. Их направляют либо в спецшколы, так называемые вспомогательные школы, которых, если говорить об Абхазии, их у нас две. Я знаю, что на сегодняшний день идет процесс работы над законопроектом об образовании. Над ним работают и представители Министерства просвещения, депутаты Народного собрания. Я уверена, что они учли, но в любом случае хочу от себя сказать, что необходимо в законе учесть и прописать права детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе право на образование. Обязательно необходимо учесть разную степень инвалидности. То есть бывают дети с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата, но ментальных нарушений у них нет. Бывают дети с ментальными нарушениями. То есть необходима градация таких детей, потому что потребности у каждой категории детей с инвалидностью они разные. Родители ребенка с ограниченными возможностями здоровья, когда наступит период, когда необходимо пустить своего ребенка в школу, они будут знать, что согласно закону они имеют право пустить его в общеобразовательную школу, либо в коррекционную школу. Им будет проще принимать решения. Если говорить о здравоохранении. На территории Республики Абхазия практически в каждом районе есть реабилитационные центры для детей с инвалидностью. Однако в своей работе мы видим, что есть родители, которые не знают о существовании такого центра в своем же районе, о том, какие услуги бесплатно там может получить его ребенок. Также я не могу не затронуть такой вопрос, как отсутствие детского психиатрического отделения на территории нашей республики. На сегодняшний день немало детей, у которых есть проблемы с психикой, и когда помощи психолога недостаточно, когда уже нужно более такое профессиональное воздействие, профессиональная работа психиатра. У нас в стране дефицит детских психиатров. Есть, насколько я знаю, в нашей республике только один детский психиатр. Помимо этого отсутствует отделение стационарное. Данные вопросы и проблемы должны решаться как на государственном уровне, так и на частном уровне. То есть от каждого из нас сегодня зависит то, какое будущее будет завтра у ребенка с ограниченными возможностями здоровья.